Надеюсь, меня будет хорошо слышно и видно. В этот день Россия под флагом СССР совершила геноцид против аланского народа в Карачае. Это были женщины, дети, старики, инвалиды. Именно они стали жертвами государственной политики Советского Союза. И Россия, как верный продолжатель действий Советского Союза, сегодня продолжает использовать коренные народы в деле захвата земель других коренных народов. Именно Россия сегодня плюет в лицо миру и полностью игнорирует любое международное право, нанося удары по детским садам, онкологическим центрам, продолжает политику своих предшественников, таких как Советский Союз и Российская империя. Преступления Советского Союза и России до сих пор никем не наказаны. Именно Россия сегодня запрещает коренным народам говорить, писать, читать, учиться на своих родных языках. Именно Россия сегодня является государством, спонсирующим буквально каждую террористическую ячейку на планете Земля. Каждый диктаторский режим связан с Россией, связан с ее правительством. А ее правительство является плотью от плоти и кровью от крови того населения, того быдла, которое было выращено этим Советским Союзом, этой Российской империей. В этот день я хочу призвать каждого алана ни в каком виде не участвовать, ни в каких акциях, которые организуют оккупационные власти. Не помогать им, не содействовать. В этот день лучший выход – это поговорить со своими детьми, с младшим поколением пообщаться напрямую. Объяснить им, что они живут в оккупации, что они живут в самом людоедском государстве на земле. Те, кто живет за границей, не ждите и участвуйте прямо сейчас. Мы обязаны вернуть себе свое имя, свою историю, свою территорию. Наш народ не может жить вечно в изгнании. Вполне нормальным государством мы были до прихода российских оккупантов, до того, как Россия отправила на наши земли свои войска и создала своих сатрапов рядом с нами. В этот день я предлагаю каждому алану сделать выбор. Либо начать все-таки борьбу за свободу, начать ее везде. Избавиться от всех агентов России, избавиться от каждого, кто сотрудничает с ее спецслужбами. Наши диаспоры сегодня захвачены изнутри российской агентурой. В США, в Турции, а возможно даже и в Европе. Уже сейчас мы должны заложить фундамент на будущее, чтобы Россия не смогла остаться вновь безнаказанной. Она, скорее всего, обязательно попытается совершить еще один геноцид, а может быть не один, а сотню геноцидов. Эта страна считает враждебным именно свободу, личную свободу и свободу каждого народа. Все, кто имеет хоть каплю человеческого достоинства для этой страны, для ее руководства, это враги. Сколько еще вы готовы терпеть? Я у вас всех спрашиваю, вот у своего народа я спрашиваю. Сколько вы еще будете терпеть эту гниль, эту сволочь,
на нашей территории. Невозможно в людоедском государстве оставаться непричастным. Каждый, кто сегодня участвует, хоть в малой даже степени, в системе оккупантов российских, является их пособником этих антилюдей. Они призывали к денацификации Украины. Именно это должно постичь Россию. Именно денацификация должна с ней произойти. Полная денацификация, демилитаризация, деимпериализация, деколонизация. Пока есть Россия, пока она владеет нашими землями, нашими ресурсами, конца ее преступлениям не будет. Если кто-то думает, что Россия на нас не нападет, может быть в Казахстане кто-то так думает, может быть в Азербайджане кто-то так думает, или в Грузии. Россия уже нападала, и еще раз нападет, и еще 10 раз нападет. До тех пор, пока мы, коренные народы, не будем свободны, до тех пор, пока мы не возьмем свои земли и свои ресурсы в свои руки, пока с нашей земли не уйдут проклятые оккупанты российские. Война в Украине началась задолго до того, как туда вошли российские войска. Не в феврале 22-го и даже не в 2014 году. Война в Украине началась тогда, когда мир начал закрывать глаза на ее применение. С каких пор мы, вольный народ, стали бояться мыслить о своей свободе, говорить о своей свободе. Я вышел сюда, я выехал из России навсегда, до тех пор, пока не будет освобождена наша земля. Такой я выбор сделал для себя. Я надеюсь, каждый сможет этот выбор сделать для себя. Мы должны освободить свою землю, свою родину от античеловеческого государства. Раньше или позже оно будет повержено. Раньше или позже оно будет наказано. Но нам нужно к этому времени быть готовыми. Мы обязаны уже сейчас заложить фундамент на будущее. Я знаю, что сейчас многие даже лайк поставить боятся. Что многие не готовы даже в малой степени какие-то риски на себя взять. Я взял на себя больше всех вас риски. В этот день я хочу не просто, чтобы мир узнал о том, что наш аланский народ был подвергнут геноциду, но кроме этого я хочу, чтобы мир узнал о том, что мы не исчезли, что мы боремся за свободу, что мы будем дальше бороться, пока мы не освободимся, пока на нашей земле не будет создано нормальное человеческое государство, пока нашу землю не покинет Россия. Мир должен понять, что пока мы находимся в плену, не будет конца войне. Если не Украина, значит будет другая страна, на которую нападет. Это людоедская империя. Раньше или позже настанет конец ей. С каким лицом мы будем смотреть в глаза будущих поколений, если сегодня мы не предпримем каких бы то ни было шагов? Забудьте о том, что есть какие-то диаспоры там, в США и в Турции. Они под контролем российских агентов. Они ничего не будут делать абсолютно. У нас есть свое имя. Мы аланский народ. Не карачаевцы, не балкарцы, не карачаево-балкарцы. Мы аланы.
И в Карачае, и в Балкарии, и во всем мире один народ. Почему вы позволяете этим самозванцам, внедренцам наше имя подменять, наш флаг подменять? Что вы хотите этим добиться? Я надеюсь, что мы пересмотрим свое поведение, свое отношение ко всему происходящему. Каждый алан обязан знать, что государство-оккупант будет использовать все возможные методы для того, чтобы мы не получили свою свободу. Когда-то, 200 лет назад, они думали, что захватят за один день нашу родину. У них это заняло больше сотни лет. Да, они не считаются с потерями. Для них миллион солдат ничего не стоит. В итоге они захватили и нашу территорию, и многие другие земли других народов. Но чем более высокую цену за это они заплатят, тем меньше шансов у них будет продолжать свою экспансию. Здесь тоже есть агенты России, здесь тоже есть те, кто не осуждает ее преступления, не замечает и не хочет замечать их. Есть те, кто оправдывают ее. Даже если весь мир закроет глаза на ее преступления, мы не должны закрывать глаза. Если кто-то еще не понял, раньше или позже поймет, что так продолжаться не может. Нацисты ходят по улицам российских городов. В это же самое время российское правительство говорит о том, что в Украине, мол, якобы какие-то нацисты есть. В России их больше, чем где бы то ни было. Я надеюсь, меня было слышно и видно хорошо. Надеюсь, каждый сможет сделать выводы. Нам некуда отступать. Алланла, Карачайда, Малкарда, Америкада, Türkiye'de, Ayda bolsanız da kımıldağız, işleyiz. Kıstağız bu Orslanlı keleçilerin biz былай баруға жоқ болдық, millet болдықпыз. Аңлаймысыз? Әлі біз кесе алына erkin болдық түлбі.